Ветеранов в Червленной сегодня встречают в торжественной обстановке. Еще у дверей Дома культуры школьники исполнили для них военно-патриотические песни. Строки из знаменитой «Катюши» подняли всем настроение. Нравится очень хорошо. Во! Отведать полевую кухню сегодня могли все желающие. Горячая каша и чай напомнили ветеранам военные годы. Уже в зале для них звезды чеченской эстрады и хоровые коллективы представили концертную программу. Поздравить защитников Отечества приехали депутаты парламента и представители военно-исторического общества. Назвали мы сегодняшнее наше мероприятие «Это многонациональное лицо Победы». То есть мы сегодня на нашем мероприятии принимали участие все национально-культурные центры и представители всех национальностей, которые проживают сегодняшний день в Чеченской Республике. Также в рамках сегодняшнего мероприятия у нас проходил и конкурс среди учащейся молодежи национальных меньшинств наших школ. Это Гудурмецкий район, это Грозненский район, Наурский, Шелковской район и Шаройский район. Вот в этих районах у нас был объявлен конкурс на сочинение на военную тематику. И сегодня как раз таки и состоялось в рамках этого мероприятия награждение именно победителей, участников этого конкурса. Каждый, кто выходил сегодня на сцену, выражал слова благодарности и признательности ветеранам за их подвиги. Теплыми словами организаторы не ограничились. Подарок получил каждый защитник Родины. «Подвиг во имя Родины» – так называется книга, которую сегодня презентовал директор Департамента печати и информации Ислам Хатуев. В ней автор рассказал о жизни чеченских ветеранов в годы Великой Отечественной войны. Выиграли благодаря тому, что дружба народа Советского Союза. Это касается всем. Если будет дружно с своим соседом, независимо все другими, и всегда будет победа за нами. Поздравляю вас! Здесь же сегодня подвели итоги пресс-эстафеты. Чеченская республика, Дом дружбы, грамоты и благодарственные письма от министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации вручили членам казачьей общины, соцработникам и журналистам. Руководитель казачьего культурного просветительского методического центра столицы Наурская Фарстанова Лидия Алиевна. Чествование ветеранов и победителей пресс-эстафеты продолжилось на живописном берегу Червленного озера. Здесь для них накрыли праздничный стол. Аза Исаева, Динара Мурадова. Новости.